Сегодня в Душанбе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона. Сумму ущерба в горной моче от землетрясения оценили в $383 тысячи. На территории Пянского района от сели пострадало 100 домов. Президент Франции Эммануэль Макрон находится с трехдневным визитом в Китае. Владимиру Зеленскому в Польше вручили орден Белого Орла, высшую награду страны. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате 1 на 1, а затем в расширенном формате прошла сегодня в Душанбе. Президент Таджикистана в ходе переговоров в формате 1 на 1 подчеркнул, что таджикско-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям, сообщает об этом пресс-служба президента. Взаимоотношения наших народов имеют давние добрые традиции. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах, подчеркнул он. На встрече отмечалось, что у стран есть хорошие перспективы для углубления сотрудничества в торгово-экономической, промышленной кооперации и в транспортных сферах. Президент Таджикистана подтвердил заинтересованность в участии азербайджанских компаний в разработке нефтегазовых месторождений Таджикистана. В сфере транспорта и транзита состоялся обмен мнениями о более активном использовании транзитных возможностей Азербайджана и увеличении объемов грузоперевозок государственных и коммерческих структур Таджикистана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, как сообщает его пресс-служба, отметил, что отношения между странами имеют хорошую историю и выразил уверенность, что они имеют очень хорошее будущее. Особое место в переговорах занимало гуманитарное направление отношений двух стран. Также в центре внимания были вопросы безопасности. Лидеры двух государств высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и другими формами транснациональной организованной преступности. Президенты также обменялись мнениями по комплексу актуальных вопросов регионального и международного характера. Сумма ущерба, нанесенного горной моче землетрясением 23 марта, составила 4 188 970 сомони. Это примерно $383 тысячи. Об этом сообщили в Управлении комитета по чрезвычайным ситуациям Сагдийской области. При этом источник отметил, что эта цифра предварительная. Размер ущерба может измениться. Маруф Мухаммадзода, начальник отдела строительства областной администрации Согда и член рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил, что на сумму 1 063 000 сомони повреждены только жилые дома. 4 полностью разрушенных дома восстанавливаются, работы уже начаты. Строительные материалы будут предоставлены областным и районным администрациям. Населению также доставляется продовольственная помощь, добавил Мухаммадзода. Отмечается, что помощь пострадавшим от землетрясения оказали города и районы Пенджикент, Айни, Старавшам, Канибадам и Масча. Кроме того, посольство Саудовской Аравии доставило помощь, предоставленную Центром гуманитарной помощи короля Салмана. На территории Пянского района Хатлонской области от сошедших селевых потоков в ночь на 4 апреля пострадали более 100 домов жителей села Пахтакор сельского джамаата имени Кабуда Сайфиддинова. Об этом сообщает пресс-служба председателя Хатлонской области. На месте стихийного бедствия, где побывал председатель области Давлатали Саид, он поручил создать штаб и принять меры по своевременной очистке домов от грязи и воды. Также было поручено помочь пострадавшим жителям и предоставить все необходимое. Как ранее сообщал Комитет по чрезвычайным ситуациям страны, из-за сошедших сели жители 15 домохозяйств в селе Селга и Пахтакор, расположенных у сел сбросов, были временно эвакуированы в безопасные места. КЧС со ссылкой на данные гидромедцентра сообщает, что опасность схода сели, лавин и камнепадов сохранится в Таджикистане до 7 апреля в связи с выпадением атмосферных осадков в предгорных и горных районах Хатлонской и Сагдийских областей, в районах республиканского подчинения и запада Гбау. 5 и 6 апреля на реках Яхсо, Кызылсу и на реках, стекающих с южных склонов Есарского хребта, ожидается повышение уровня воды.
В Китай прибыл с трехдневным визитом президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ССТВ. Его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а визит продлится до 7 апреля. Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпиня. Агентство АФП сообщало, что они обсудят ситуацию в Украине. Кроме того, Макрон проведет переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цзяном и спикером парламента Джао Лэцзи и посетит Гуанчжоу, столицу провинции Гуандун, которую когда-то возглавлял отец китайского лидера Си Цзиньпин. Последний раз лидеры двух стран встречались на полях саммита Большой Двадцатки в ноябре 2022 года. Президент Польши Анджей Дуда, принимавший сегодня у себя в Варшаве Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую, заверил, что Польша будет добиваться дополнительных гарантий безопасности для Украины на следующем саммите НАТО, запланированном на июль. «Мы пытаемся добиться для Украины дополнительных гарантий безопасности, которые укрепят украинский военный потенциал», сказал Дуда журналистам по итогам встречи с президентом Украины. Он также напомнил, что Польша полностью поддерживает идею вступления Украины в НАТО и будет помогать Киеву на этом пути. Польша, по словам Дуды, передаст Украине 14 истребителей МиГ-29. Также Анджей Дуда в рамках визита Владимира Зеленского в Варшаву вручил ему орден Белого Орла, высшую награду страны. Ожидается, что Владимир Зеленский выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам. Этот визит стал третьим выездом президента Зеленского за границу и первым анонсированным с начала российских военных действий.